Союзного совета колхозов в составе заместителя председателя совета, председателя ордена Ленина колхоза России Крымской области Криворотова, специалистов отдела по делам колхозов Госагропрома Союза СССР Глазовой и Кузьмина, посетили колхоз «Путь к коммунизму» и восхищаемся, что за такой короткий срок руководство колхозом товарищем Камаловым достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии хозяйства. Сентябрь 1987 года. Из книги отзывов посетителей колхоза «Путь к коммунизму». Представь себе, если 25 председателей побывало в этом колхозе. Я 26-й. Не так просто. Народ потерял уверенность, что-то можно добиться. И потом крестьянин за всю историю советской власти сколько пережила. Всяких. Например, когда-то было, помните, скот разрешали сколько хочешь. А потом скот отобрали. А потом начали заставлять и говорили, кто будет скот держать, это делает государственное дело. Застойный период это ликвидировали, основное все. Теперь очень трудно их приучать. Даже никто здесь не строил. Вот те, которые поняли, в основном многие уже понимают. Чтобы вернуть, надо им, чтобы свое было дом, дома свои построили, пускать корни. Это, свой дом – это родовое имение, как мы понимаем. Уже наши, люди себя считают хозяином земли, хозяевами. Их труд уже ценится, люди уже верят. С города возвращается народ к нам. Например, за 2-3 года более 300 человек вернулись. Участки берут, строятся, живут. Моя цель, задача вот довести до такой степени, чтобы высококультурный, высокопроизводительный, во всех отношениях отвечающий требованиям сегодняшнего дня надо хозяйствовать. А проблем даже уйма. Например, в колхозе я работаю свое 100% рабочее время, но рабочее время не будем 8 часов, у нас да больше, потому что мы руководители. Обычно руководитель наш не имеет права на отдых, на свободу и даже иногда болезнь, потому что это призвание должен быть любого руководителя. Наша съемочная группа прожила в колхозе «Путь к коммунизму» почти 2 месяца. Мы хотели узнать, каким образом за 2 года одно из самых отсталых в Киргизии хозяйств превратилось в высокорентабельное. Съемки были уже завершены, когда нас буквально ошеломила весть. Выстрелом в спину убит председатель колхоза Асан Камалович Камалов. Это трагическое событие заставило внести изменения в наш фильм. Да, Асан Камаловича Камалова я знал хорошо, совместные работы. Перестройка – это продолжение революции. Асан Камалович был бойцом и человеком перестройки. Он в нашем отсталом хозяйстве, когда приступил в 1985 году, своим оптимизмом и своим деловитостью, потерявших уверенности многих колхозников, поставил прямо на такой уровень, что они все стали работать. Асан Камалович очень строгий был руководитель, ну очень честный в отношениях работающих людей. Особенно ему не нравятся лентяи, которые не работали. Выпускник Московской ветеринарной академии Асан Камалов начал трудовую деятельность в 1955 году рядовым зоотехником. В 1964 году был избран секретарем парткома, а затем председателем колхоза «Победа» в Таласской долине. Здесь в полной мере раскрылся талант молодого руководителя. Колхоз вскоре стал одним из лучших в республике, удостоился ордена Ленина, а председателю было присвоено звание Героя социалистического труда. Многие годы Камалов работал первым секретарем райкома партии, заместителем председателя облисполкома. В январе 1985 года он попросился в отстающее хозяйство, колхоз «Путь к коммунизму», что в 20 километрах от города Фрунзе. Позвольте мне кратко проинформировать о наших делах за 3 года, проанализировать нынешнее состояние колхозного производства, остановиться на том, что тревожит нас сегодня, какие ошибки допущены, какие имеются еще проблемы, резервы не использованы. Эти кадры мы снимали в январе 1988 года на отчетно-выборном собрании. Перемены, происходящие в колхозе, действительно впечатляли. Он в полном смысле слова шагал в ногу со временем, вместившим в себя апрель 85-го и 27-й съезд партии. Стало понятно, почему восхищались представители Союзного совета колхозов.
хозяйства, расчета и коллективного подряда от рядового колхозника до председателя, который стал бы повседневной реальностью и выступал как фактор ускоренного развития колхоза. В этом деле по внедрению нам оказали большую помощь Институт экономики Госагропрома Республики во главе товарища Джангазим, который непосредственно участие принимал, он сейчас присутствует здесь. Для этого с 1986 года все подразделения приведены на внутрихозяйственный расчет с применением чековой формы взаиморасчетов. Для шоферов, трактористов, чабанов были разработаны индивидуальные расчетные книжки, то есть чабаны были переведены на семейный внутрихозяйственный расчет, а шофера тракториста на индивидуальный внутрихозяйственный расчет. Мало того, для ведения взаиморасчетов, чтобы каждый шофер, тракторист, чабан знал свои затраты ежедневно, мы ввели свои внутрихозяйственные колхозные денежные знаки. А деньги, пусть даже внутрихозяйственные, любят счет. Надо хозяйством, если надо переходить, не частично, а мы в этом опыте 3 года уже поисков. Сначала хозрасчет мы применили, денежная форма. И мы убедились, народ уже стал по-другому. Уже показатель на лицо хозяйства. И сейчас есть, которые люди во время уборки заготовки, массовой заготовки кормов, период такой, разгар работы. Некоторые наши уборка силоса до 50 рублей зарабатывали в день. Таких у нас мало, сезонно получается, месяц, 2-3 месяца, а потом-то уже спадает. В среднем народ заинтересован. Перевели две звенья, можно его назвать, от валового дохода, коллективно подряд перевели. Раньше там люди в 26-30 работали, сейчас в этом году 14 человек. Урожай, кукуруза на зерно, товарища Поленицкого получилось в прошлом году 63, в этом году 104 центнера. Один из лучших, можно сказать, лучший в районе. В колхозе я 36 лет проработал, механизатор. Вот с этим подрядным звеном сколько лет вы уже работаете? С этим подрядным звеном, вот с этими, это первый год. Но в звене у нас состоит 9 человек. 4 поливщика, 5 механизаторов. 160 гектар у нас кукурузы и 150 гектар люцерника. 100 гектар у нас семенника люцерны, а 50 было на сено. Кукурузы 160 гектар, это зерновой кукурузы. Вот с самого начала весны сами посеяли, сами сеяли, сами обрабатывали, сами поливали. И сами вот этим коллективом, звеном своим и убираем вот в настоящее время, до сегодняшнего дня. Вот что такое труд, что такое заинтересованность делать. Вот сейчас мы это, Василий Иванович Поленицкий, звено, сейчас получит, по договору у нас положено 25% сверхплана мы должны ему вернуть. Получается, его план был 63 центнера, он получил 104. Мы ему должны дать более 140 тонн на 14 человек зерна. Вот уже ведомость готова, на днях раздадим. Вот что делает аренды подряд, вот подряд вообще, что такое хозрасчет. Вот это звенья, когда Кулова и Щена, которые сейчас уже много говорили, на плену говорили, они сказали 2-3 звена в 3 бригадах. Вот зачем нам? Мы сам учет будем вести. Нет. Они сейчас лично раньше говорили, не успевали первое время. Смотрят, от Валова, они получают от Валова от 100 рублей 65 рублей. А с Нового года они переходят на аренды подряд, эту землю закрепляют. Почему сразу? Прямо не идут. Потому что наше крестьянство много претерпело в жизни. Коллективизации, нефть, подсобное хозяйство, дача, потом обратно отбирает. Мы не чувствуем, это твердо ли будет или нет. Поэтому нужен закон. 3 года назад молодняк овец, 5000 голов, в колхозе содержался в 10 отарах в разных отдаленных местах. Хозяйство это обходилось в копеечку. Одни транспортные расходы чего стоили. Обслуживали отары 30 чабанов. В ноябре 1986 года построили этот простейший комплекс. Создали КИТ – коллектив интенсивного труда на семейном подряде. Непроизводительные расходы сократились в 30 раз. Ныне каждый из 6 сыновей старого чабана Кадырбаева производит продукции более чем на 60 тысяч рублей. Заработок, разумеется, соответствует конечному результату. Аренда подряде сам учет будет вести. В рабочее время они сами себя определяют. 8-часовой, 10-часовой. Какой вот? Мы знаем, как в странах фермер на часовой смотрит, что ли? У него конечный результат.
итог. По итогам года он все получит. Рассматривать будем итоги хозяйственной деятельности по колхозу за 8 месяцев на 1 сентября. Если возражений не будет, я представлю слово товарищу Джантемирову, главный экономист. Потом обсудим. Товарищи, за 8 месяцев 1988 года по колхозу план производства валовой продукции выполнен на 14,5%. Или сверх плана произведено 299,2 тысяч рублей. Объем реализации составил 2 миллиона 94 тысячи. Или больше против прошлого года на сумму 181 тысяча рублей. Производительность труда по сравнению с прошлым годом возросла на 3,8%, а оплата труда 2,5%. Соотношение пока соответствует. Так. Зеленка двух видов. Зеленка многолетняя трава. Зеленка считается совсем не зеленка. А зеленка то есть самый кукуруза. Вот в чем дело. Кукуруза совсем другой стоимости, а зеленка многолетняя трава другой стоимости. Ну какой? А как считается, что зеленка один. Ну, не один. Это двух видов продукции. А с начала года вы где были? Там записано производственные планы есть. Вот. А то зеленка. Только надо дешевые стороны посмотришь, а дорогие стороны не надо посмотреть. В обе стороны посмотреть. Стоимость зеленой массы, рубль, как был, никто ими менять не имеет права. Мы сегодня решением отменим. Когда они делают, вы, товарищ бухгалтер, товарищ экономист, вы на заседании бюро анализа, вы ставите вопрос, товарищ, вот такой, теперь у вас на этот месяц по другой цене. Чего вы вдвоем сами решаете между собой там в кабинете в условиях? Для чего это демократия, для чего это бюро анализа? Что это бюро? Этого не выйдет, очень правильный вопрос задают. И молоко тоже у него затраты. Мы искусственно сами себе бьем. Искусственно снижаем свою работу. Вот желание, один из видов. Мы сегодня решением один пункт мы отменим. Как было заложено по рублю, так останется. Выход ищем, как лучше в ближайшее время избавиться от долгов. Ну, для этого мы ищем сейчас начинаем развивать подсобные предприятия. А мы хотим в ближайшее время реализация, валовый денежный доход получить, реализация продукции с подсобным хозяйством, пуском на тот год. Зимой пойдет грибной цех, другие цеха идут. Мы хотим реализацию довести до 10 миллионов рублей, чтобы чистые прибыль до 5 миллионов довести. Какие подсобные предприятия? Вот кирпичный завод. Мы хотим дробильный цех, вот выпускать щебенку, очень дорого стоящий. И ряд, вот шубно-меховой цех, который мы швейный строим, год-полтора строим. По приказу Госагропрома Союза 951 постановление еще в 1986 году нам должны были делать и помогать, выделять. Только вот начинать, уже почти 2 года подходит. Не проходит времени, очень трудно идет. Любой вопрос, вышестоящий партийно-советский ЦК, Совмин, быстрее решается. Как они спускаются вниз, министерство, ведомство, агропром, они начинают изучать, обдумывать, советуются, потом пока дойдет, смотришь, даже теряет силу и неохота, после того их изучения, неохота даже заниматься. Асан Камалович вспоминать про отчетно-выборное собрание не любил, хотя и переизбрали его единогласно. Только захожу в двери, значит, не пускают. Доверенность подписать. Почему? Что вы хотели? Я говорю, ну я стал, растерялся, мне перекрыли, думаю, там какое-то совещание. Ну и неудобно, конечно, если что-нибудь с ЦК, крайкомы приедут, и вдруг я тут завариваю. Думаю, подожду, отдал доверенность, я вот доверенность подписать. Взяла, пошла секретарша. Выходит, я спрашиваю, кто там есть? Он не в настроении. Понимаете? О, значит, нужно прийти в настроение. Товарищи колхозники, я не собираюсь ни хвалить Камалова, ни хаять. Но он взялся в колхозе не с той стороны. Здорово досталось ему от колхозников. А это для него было совсем непривычно. Ведь в райкоме партии, облсполкоме, он работал в самый расцвет застойного периода. Критиковать руководителей тогда было не принято. Но такие уроки гласности не проходят бесследно. Хоть хлебом, хоть чем-нибудь. Дополнили значительный доклад. Признаем, ошибка есть, учтем эту работу.
А что, разве не ошибка не бывает когда-нибудь? Кто сказал, не ошибайся? Шинчик, чинет, ты ошибаешься, Халвайстан. Попробуй туда бегаешь, не спишь, расстроенный бываешь абсолютно. Из-за чего? Из-за работы. Заявление Куда? на увольнение. А где рабочий? По договору работать. Где? Она на Вестрой. Ты когда? С какого числа? 24. Мы построили там, не работали здесь. С кем? Этой... Мурат. Мурат? А где? Он давно же не работает? Давно не работает. А ты какого числа тогда увольняешься? Ты еще вообще выбыл тогда механически? Ну, пришел, спросил, они говорят, да, если написал заявление, говорит, все. Ты сколько уже не работаешь? Ну, построили, не работали. Амангелді, это Казаков деген. Вот же көптен бері иштеп атат, мені бүгін увольняйте. Разберитесь, с какого времени? Вот он, оказывается, на такую работали, устроили навес. С того времени бригада как ушли, он до сих пор расчислится. Вы разберитесь, все было законно. Я, в принципе, не возражаю, пожалуйста, он не работает. Они по договору работали, по договору. Ух ты мой. Казаков вас придет на подпись. Вот я визирую, посмотрите. Хорошо. Деятельность Асан Камалыча на посту председателя колхоза дала для нашего хозяйства очень много. С приходом его в хозяйство было отсталым, нерентабельным, имелись долги в хозяйстве перед государством. В первую очередь он начал свою работу с сколачивания коллектива хозяйства. Ну и результат сказался в этом же первом году. По вопросу культурно-массового и быта колхозников тоже очень большую роль он сыграл. В задумках у него было строительство спортивного комплекса на 500 мест. Ему принадлежит идея создания агрофирмы, то есть внедрения в хозяйстве побочных промыслов, таких как и теплица по выращиванию грибов, значит, цех по переработке и изготовлению, значит, меховых изделий, вот, и кирпичный завод. Значит, все это сейчас в стадии строительства идет, и несмотря вот то, что Асан Камалыча, значит, постигла такая трагическая смерть, все-таки начатые им дела мы продолжаем и постараемся, значит, довести до дела. Хороший руководитель обязательно кое-кто не любит. Всем не угодишь. А я на любом месте, на любой работе попробовал. У нас председатель колхоза — это самое благородное. Для людей делать, для народа. Камалов у нас, когда пришел, дороги делал, потом вот это вот начал делать здесь. С его трагической смертью, вот я думаю, что здесь оно может заглохнуть.